Привет, я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце сумесны праект партала Тут2 і хаты з краю. Сёння я прыехаў на Валожыншчыну, каб паглядзець, як са звычайнай вясковай хаты можна зрабіць дом, прыдатны для пражывання сучаснай сям'і. І галоўнае, колькі гэта ўсё каштавала. Мы нашли этот дом в 2012 году. Просто приехали сюда на велосипеде, увидели место и сразу решили его покупать. Мы даже не заходили вовнутрь, посмотрели, нам очень понравилось место. И вот мы нашли этот дом во вторник, в среду мы его уже купили. В пятницу у нас уже было новоселье, мы сюда заехали. Ну и с той пятницы мы здесь и живем. Ремонт. Плана никакого не было. Был такой ремонт выживания, я его так называю. Но это ты просто как бы заделываешь дыры и как бы смотришь, что, как и чтобы жить. Тогда еще так в деревню никто не ехал, посмотреть опыт не было где. Ну и строителя, в принципе, почти никакой на тот момент. Не сказал бы, что сейчас намного лучше, но сейчас есть опыт. Мы тогда вернулись с путешествия американского, где мы спали вообще где угодно. И если у тебя есть крыша, и стены, и окна, то мне кажется, что тут вообще ничего сложного, чтобы жить. Есть такой прикол. У тебя как бы ничего нету, ты смотришь и вроде бы нормально. Потом чувствуешь, что чего-то не хватает. Допустим, воды, туалета, душа. Делаешь, и вдруг вот каждая вот эта мелочь, которая к тебе приходит, вода, или я не знаю, газовая плита дома, оно просто кажется, как будто тебе привели, что-то из будущего, как будто летающая тарелка прилетела. Это терраса, не знаю, по-английски называется porch. Мы много катались по Штатам, а в Штатах это такая стандартная система, когда у тебя дом, и рядом к нему есть такая терраса открытая, на которой вот можно выйти и посидеть. В принципе, все, что на ней есть, это крыша и пол. Для того, чтобы вот можно было покушать, кофейка попить на улице. Так как дом строили 100 лет назад, еще раньше в нашем лесу росли такие елки, а тут в основном только елки. Вот такой вот длины, вернее ширины, которые вот так вот выпиливали. Сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бревен и вся хата. Но есть тут еще в деревне хаты, которые все построены из вот такой вот елки. И до сих пор хорошо стоит. Я когда вырезал окна бензопилой, потом смотрел, что там осталось. Довольно прикольное, здоровое дерево. Тут были стандартные окна такие, очень красивые, мне все нравилось, но хотелось какое-то такое большое окно. Я хотел такое одно, где-то вот здесь, чтобы его впилить примерно в пол, и чтобы вот то, из-за чего мы этот дом покупали, эти виды, холмы, чтобы они дома тоже были, а не только на улице. Потому что вначале мы жили без таких окон, и зимой просто все запотевает, и ты живешь в таком, сером таком домике. Я начал искать окна, денег у меня особо не было, я смотрел на сайте объявлений, и вдруг я увидел, что продается 5 окон, каждое окно $15 стоило. Я приехал, забрал их 5, и в принципе 5 и поставил, сразу же решила, почему бы и нет. И получилось 4 окна в доме, а одну вставил в пристройку. Они в принципе, они уже не новые, кое-где какие-то где-то там рассыхаются, еще что-то. Я их не все открываю, только так, на проветривание. Но они дают настоящий вот такой вот кайф, когда наступают холода, дождик или еще что-то. У тебя снаружи может быть метель, все что угодно, гроза. А ты изнутри себе с чашечкой кофе можешь в шортах подойти. И вот, в принципе, весь этот ландшафт, он с тобой. Если уже жить здесь, то хотелось бы его видеть. Мы никак не утепляли, внутри дом оббит гипсокартоном, каким-то более-менее современным, наверное, года в 90-х, его было жалко уже отдирать, и мы там внутри жили. Все нормально, держит тепло. Это такой шлюз перед выходом в открытый космос. Чтобы ты сюда вышел уже или зашел, тут снежок скинул. Там дальше идет коридор. Если ставишь открытые двери, со стеклом, то туда проходит больше света. Раньше там в середине в хатке была такая комнатка мрака. И надо все время, что там горел свет. Дома 2 комнаты, это классический пятистенок, но как-то разведенную на 2 стороны. Тут жило 2 семьи, тут одна, тут другая, а мы живем, жируем на 2 комнаты. В одной комнате у нас такой living room,
Там кухня, зал, мой кабинет. В другой комнате тут спальня. И тут ванна, там туалет. Там есть печка, там еще печка. А тут нет отопления. И, в принципе, жить можно нормально, но когда родился ребенок маленький, не хотелось иметь здесь такое холодное помещение. Ну вот, сделал здесь теплый пол. Электрический самый простой вариант. Просто кидаешь мат, плитку сверху и все. Вот тут стояла такая печка, точно такая же, но она стояла вот здесь, в другом месте, а дальше за ней была русская печка. Эту русскую мы снесли, а эту мы сюда подвинули. Ну, подвинули, это громко сказано. По факту мы просто разобрали ее вручную, аккуратненько, очень аккуратненько расчистили и поставили вот на новое место. Почему я сюда пересдвинул? Потому что одна стена выходит ее в ванную, чтобы ванна тоже грелась. Все вышло, печка крутая. Старая венецкая кафля еще за польским часом. Поставили сюда дверцу стеклянную, чтобы на этот огонь смотреть. Вот дверца крутая, всем советую. Короче, стоит недорого, а кайфа много. Зимой печка топится каждый день. Это одна закладка дров, она очень эффективная. Но если топишь ее каждый день, она же в принципе не остывает, она же как бы теплая, поэтому много не надо. Я обожаю топить печку. Печку топить это абсолютный кайф. Ты просто палишь кастрик только дома. Ну, у нас, короче, печку топить это привилегия. К этой печке еще и лежанку рядом пристроили. Топится не часто, но если ее натопить и на ней поспать, вот это кайф вообще. Если там заболел там, или простыл, то за ночь стабильно выздоровеешь. Ремонт ванны, он такой панковский, ремонт выживания. Сделана гидроизоляция, просто обшито все деревом. Я бы уже, может, сейчас так не делал, какую-то часть поменял, но в принципе вариант хороший. Оно покрыто олифой, мне друг посоветовал. Я никому не советую, оно год сохнет. Теплый пол я тоже сразу сделал, поэтому, ну, оно сушит все снизу, сырости здесь никакой нет. Ну вот эта комната, я называю living room, зал. Я здесь в основном живу, ну, сплю только в той комнате. Вначале, когда мы заехали, была тут куча друзей, и все эти друзья что-то расписывали, тут в комнате были все расписанные стены. Короче, комната и дом превратился в клуб. Но потом оказалось, что в клубе жить не прикольно. И захотелось чего-то другого. Я вот все это взял и закрасил белым. Хотя я не люблю белый цвет, такой больничный. Я до этого жил в Польше, там все белое, мне все понадоело. А тут нормально оказалось, потому что какие бы ни были потолки, темные углы, белый и рефлекс от белого цвета, он такой типа светлый, хороший. Тут везде была масляная краска, я взял все, покрасил акрилом. В чем плюс? Всегда можно взять, если заляпаешь, там, взять и докрасить. Акрил стоит копейки. У нас тут постоянно или сын что-то делает, или еще кто-нибудь заляпает стены, и вот берешь их, переделаешь. Как-то приехал зимой друг из Украины, и он говорит, что-то у вас нету штор. А мы такие, да, что-то нету штор, но у нас и карнизов нету. И мы тогда быстренько забежали в Минск, в магазин Ленок, и купили льна. Нужны были карнизы. Просто сходили в лес, взяли, что валялись, какие палки, почистили их, за один вечер повесили. Вот все карнизы до сих пор висят. Я за время жизни в деревне понял, что в принципе я не самый лучший строитель. Ну что-то я могу сделать, в принципе мебель, еще что-то, но каждый раз, когда я делаю, в конце я понимаю, что с самого начала, если бы я вот знал, как это делать, немножко бы вот представлял, то, или у меня был какой-нибудь учитель, то можно бы было все круче забабахать. Самое главное в доме у меня, чтобы не было каких-то ровных углов и стен, потому что ровность делает любой идиот. Это обычно у людей или невроз, или еще что-то бывает. Им хочется, чтобы было все ровно. Ну а в жизни ровных вещей почти не бывает. Ну только что кристаллы, наверное. Я по образованию геолог. Поэтому, чтобы оно более живое было, я стараюсь делать, чтобы не было очень ровно. Ну, чтобы чувствовать, что тут люди живут, а не какие-то киборги там или терминаторы. Ну, наверное, 1010 сюда зашло.
$1010, если в общей сложности. Наверное, крыша дороже всего стоит. Крышу я уже делал со строителями, а так все остальное я сам делал. Оно как-то очень бюджетно выходило, еще и денег особо не было, поэтому оно так было. Раз и готово. Конечно, сейчас бы я делал все по-другому. Если бы мне было где жить, мне не надо было бы там жить в этом месте. Тогда вот в случае с этим домом мне хотелось именно жить там сразу. Я бы, конечно, не знаю, посмотрел бы все, да, какая коробка. Если дерево живое, то поднял бы его там на домкрате, не знаю, отлил бы фундамент, поменял все больное, окна поменял, не знаю, полы поменял. У меня сейчас под полом лежит земля. И это самая теплая комната. Так утепляли раньше дома. И нормально. Сейчас бы я уже так, наверное, не делал. Может, даже бы снес. Если бы были деньги, может, даже и снес. Потому что все зависит от того, что хочешь сделать. Если хочешь сохранить какую-то антураж этого старого дома, то его не стоит носить. Приходится реконструировать. Реконструировать дороже, чем строить новый. Если просто смотреть как на деньги, то сами стены, обычно от этих домов остаются только стены, они сейчас стоят недорого, если делать какой-нибудь каркасный дом. Обычно все, что я делаю в этом доме, чтобы не париться, что это не так как-то некачественно, я это называю экспериментально. Это такой экспериментальный проект. Главное ведь не нервничать, сколько той жизни. Калі у вас таксама ёсць цікавыя гісторыі пра будаўніцтва, пішыце мне пра гэта ў каментарах і падпісвайцеся на хату з краю, каб не прапусціць новыя гісторыі. Да пабачэння!